Урок номер 48. Египет означает тайна. Сегодня на уроке вы научитесь различать самостоятельные и служебные части речи, определять значение предлогов в контексте и использовать их в речи. Будете определять тему и назначение текста. Прочитайте текст без выделенных частей речи. Понятен ли вам его смысл? Выделите основную информацию и определите тему текста. Итак, без выделенных частей речи текст в полной мере непонятен, так как ключевая информация передается через основные термины и факты. Итак, выделите основную информацию. Основная информация. Ранние цивилизации – это высокоразвитое общество, занимающееся не только добычей пропитания. Они строили дома, города, имели разделение труда и структуру власти. В эту эпоху появились календарь и основы наук. К числу 25 ранних цивилизаций относятся шумеры, вавилоняне, ассирийцы, египтяне, персы, китайцы, индийская цивилизация и культура Америки. Итак, упражнение 1. Составьте и запишите предложения из слов левого столбика, употребляя глаголы в форме прошедшего времени, а существительные и прилагательные в нужном падеже. Прочитайте получившийся текст, что обозначают слова из первого столбика, из правого столбика, можно ли составить из них предложение, обоснуйте свой ответ. Итак, составленные предложения. Древнегреческий врач Гиппократ был знаменитым эллинским борцом. Математик Пифагор был могучим кулачным бойцом. Философы Платон и Сократ имели различные спортивные награды. Так, обозначение слов из правого столбика. Слова из правого столбика выполняют функцию служебных слов, таких как предлоги около, у, в, на, через, из-за, союзы, и, что, если, когда, но, и частицы ли, не, даже и междометия, разве. Так, можно ли составить из слов правого столбика предложение? Полноценных предложений только из этих слов составить нельзя, так как они сами по себе не выражают смысла. Эти слова используются для связи, уточнения и построения предложений, но без содержания в виде существительных глаголов или прилагательных они не могут существовать как самостоятельные предложения, так как для предложения необходимы главные члены, подлежащие сказуемого. Итак, служебные части речи – это предлоги, союзы, частицы. Служебные части речи, в отличие от самостоятельных, не называют ни предметов, ни признаков, ни действий, ни количества, не бывают членами предложения и не изменяются. Служебные части речи нужны для связи слов и предложений, а также для передачи дополнительных значений. Предлог – это служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании. И предложение. Прочитать в книге, указать из учебника, положить на стол. Упражнение номер 2. Выпишите в левый столбик словосочетания, в которых связаны с помощью окончания, а в правый словосочетания, в которых слова связаны с помощью окончания и предлога. Итак, словосочетание с помощью окончания, изучать историю, интересоваться археологией, рассматривать рисунки, найти следы, увидеть развалины. Словосочетания, которые образованы с помощью окончания и предлогов.
прочитать в энциклопедии, узнать из справочника, отправиться с экспедицией, заблудиться в степи, рассказать о находке. Так, упражнение 3. Составьте словосочетание с глаголом «ездить», подобрав к нему подходящие по смыслу существительные и используя для связи слов предлоги «на чем», «в чем», «с чем». Так, ездить на чем? Ездить на велосипеде, ездить на машине, ездить на автобусе, ездить на лошади, ездить на поезде. Ездить в чем? Ездить в карете, ездить в вагоне, ездить в такси, ездить в трамвае, ездить в седле. Ездить с чем? Ездить с багажом, ездить с друзьями, ездить с семьей, ездить с туристами, ездить с навигатором. Итак, предлоги выражают различные отношения. Первое – это пространственные, указывают на место. Бегать вокруг стадиона, заниматься в библиотеке, встретиться на площадке, остановиться около дома. Временные указывают на время. Тренироваться в течение дня, прийти через час, заниматься до вечера, вернуться к ночи. Причинные указывают на причину: не участвовать из-за болезни, дрожать от холода, не выехать из-за непогоды. Целевые указывают на цель: трудиться на благо Родины, остановиться для ночлега, лекарства от головной боли. Упражнение номер 4. Прочитайте текст. О чем вы узнали? Спешите, вставляя пропущенные буквы. Над предлогами напишите букву «П». Итак, земле фараонов древние греки дали имя Египет, что означает «загадка, тайна». С особой силой чувствуется здесь, что тайна некогда славной цивилизации еще скрывается на этой земле, в этих камнях, в улыбках каменных богов, в вертикалях колонн. Итак, текст рассказывает об имени Египта, данном древними греками и его значении. Египет ассоциируется с загадками, тайнами древней цивилизации, следы которой скрыты в архитектуре, статуях и колоннах. Так, спешите, вставляя пропущенные буквы. Земле, Е пропущенная. Так, означает А, загадка Д, чувствуется В, тайна Н, цивилизации после Ц И, земле, улыбках. Так, и предлоги в данных предложениях. Это у нас на, в вот в каменных улыбках. Так, упражнение номер 5. Сгруппируйте словосочетания по значению предлога. Первое с современным значением, второе с пространственным значением и третье с причинным значением. Итак, современным значением: увидеть после презентации, волноваться перед выступлением, отказаться вследствие нездоровья. С пространственным значением: доехать до библиотеки, остаться в зале, выйти
в лесу. С причинным значением: не пойти из-за болезни, задержаться из-за непогоды, победить благодаря капитану. Упражнение номер 6. Составьте словосочетание глагол плюс существительное с предлогом «в» или «на». Что обозначают эти предлоги, с какими подлежащими вы их употребили. Укажите падеж существительного и падежные окончания. Так, с предлогом «на». Учиться на историческом факультете. Предложенный падеж. Поступить на работу. Винительный падеж. Привести на фабрику. Винительный падеж. С предлогом «в». Учиться в школе. Предложенный падеж. Жить в Казахстане. Предложенный падеж. Поехать в Астану. Винительный падеж. Значения предлогов «на» используются для указания места, действия или направления. Предлог «в» используется для указания нахождения внутри чего-либо или направления внутрь. Итак, упражнение номер 7. Составьте словосочетание. Поставив существительные данных в скобках в нужном падеже. Над существительными укажите падеж. Словосочетание с предлогом «по». Отсутствовать по болезни, дательный падеж. Ошибиться по невнимательности, дательный падеж. Поступить по окончании школы, дательный падеж. Встретиться по прибытии. Словосочетание с предлогом «с». Хоккей с мячом, творительный падеж. Спрыгнуть с бревна, родительный падеж. Оказаться с другом, творительный падеж. Упасть с лестницы, родительный падеж. Словосочетание с предлогом «по» и указанием степени. Войти в воду по колено, винительный падеж. Войти в воду по пояс, винительный падеж. Итак, давайте разберемся. Предлог «по» часто обозначает причину, время или степень. А предлог «с» используется для указания источника действий или сопровождения. Так, упражнение номер 8. Прочитайте текст, какие тонкие вопросы можно сформулировать по его содержанию. Итак, перечитывать текст я не буду. Давайте сразу составим возможные тонкие вопросы по содержанию текста. Итак, я составлю 5. Почему титул египетских правителей переводится как «большой дом»? Вопрос номер 2. В чем заключалась роль фараона как божества в древнеегипетском обществе? Вопрос номер 3. Почему Рамзес II выбрал храмы Абу-Сибиль для демонстрации своей силы на юге страны? Вопрос номер 4. Какой смысл имел комплекс пирамид Гизы для фараона Хеопса и египтян того времени? 5. Почему гробницу Тутанхамона клали золотые предметы? Давайте 6. Как обнаружение гробницы Тутанхамона в 1922 году помогло изучению древнеегипетской культуры? Так. Работа в группах. Столбик номер 1. Определите количество предложений в первом абзаце. В первом абзаце текста 3 предложения. Так, во втором абзаце 4 предложения. Так, следующее. Первый столбик, второе задание. Выпишите из первого абзаца словосочетания с предлогами, что они выражают. Итак, в первом абзаце словосочетание с предлогами с 1500 года до нашей эры. Они обозначают время, как божество, сравнение, роль. Так, во втором столбике выпишите из второго абзаца словосочетания с предлогами, что они выражают. Во втором абзаце: на юге страны пространство по приказу фараона Хеопса. Причина указания на источник действий. В 1922 году время. В гробнице молодого правителя Тутанхамона место. При его
погребение, время и обстоятельства. Так, упражнение номер 9. Укажите неверные ответы. Служебные части речи – это предлоги, союзы, частицы. Верно. В, на, для, от, из-за – предлоги. Верно. Предлог – самостоятельная часть речи. Неверно. Предлог – это служебная часть речи. 4. Предлог словосочетания «остаться в классе» указывает на время. Неверно. Предлог в данном случае указывает на место. Предлог в словосочетании «уехать из города» указывает на место. Верно. Так, упражнение 10. Так, это закончу одним словом. Сегодняшний урок – это, можно сказать, знание. Или сегодня на уроке я узнал. Так, пишите то, что вы узнали. Так, УЗ. Составьте кластер по ключевому термину «предлог». Предлог, во-первых, это служебная часть речи. Можно значение, связь слов в предложении, выражение места, времени, причины, цели и примеры привести в, на, под, над, из-за, благодаря. Так, все, на этом спасибо. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Спасибо, до скорых встреч.